Klichmurat Yermamedov. Famous sculptor, honored art worker of Turkmenistan Klichmurat Yermamedov has become one of the leading representatives of Turkmen art of the 20th and early 21st centuries. His sculptures have been exhibited in United States, Hungary, Germany, Norway, Russia, Poland, and France. In 2009, he became an honorary member of the Russian Academy of the Arts. Klichmurat Yermamedov lives and works in Ashgabat. С Дурдубайрамом я познакомился в 1957 году, когда я после окончания школы в Туркменкала, Марийской области, я поступил в художественное училище. И вот, когда мы поступили и начали учиться, вот тут у нас гроза еще более раскрылась, потому в каком смысле я тогда сразу же, у нас через полгода набросился в глаза Халла Начариф, Дурдубайрамов, Мамед Мамедов, ну еще Володя Артыков, Шахжан Мухаммедов. И эти, так активно они старше нас были, они были уже на третьем курсе, когда на первом. Они старше нас, Мамедов был на четвертом. Старше нас, и они очень активно работали, и у нас увлекалось, и мы все время вникали. И нас, они даже, вот особенно Халды, Дурды, все время нас заставляли учиться. Вот занимайтесь, рисуйте, вот как мы с ними вместе там рисовали. И постепенно мы начали их понимать. И если говорить о Дурдубайраме, который мы сейчас будем вести, то я, честно говоря, увидел не только, что он рисует, но он очень был такой жизнерадостный человек, восприимчивый ко всему. Он все время был в веселом настроении, всегда у нас было такие вечера, где были какие-то концертные отделения, они выступали как Артыков Володя, потом Шахджан Мухаммедов и Дурды Байрам, какое-то трио было, и они все время делали юмористические такие передачи и сценки. Но Дурды, конечно, еще он много занимался с творчеством. И тогда и вот у нас было есть кому подражать. Вот Халды Начариф и Дурды Байрам, Мамед Мамедов. И мы все время как-то старались с ними побольше общаться. Ну, мы, конечно, нас завлекли, мы начали уже на втором, на третьем, но они уже кончились и поступили в Московский Суриковский институт. И прошло, конечно, училище закончилось, и мы поехали в институт, и, к сожалению, я поступил. Опять тот же вуз, который Дурдубайрам учился. Шахджан Мухаммед, Дурдубайрам, Халды, и еще Чарям Ангелиев там. Ну и я когда поступил, Дурды такой же, и он был и в институте, жизнерадостный, всегда у него такой веселый, всегда смеющийся, в общем, задорный такой интеллектив. Ну, как говорится, там уже у нас уже по скульптуре, и у них был старший, у них как-то контакт. Ну, в итоге я чего хочу сказать. И когда вот окончил институт, а мы все уже старшие стали уже как дипломниками, то мы приезжали на пять. Тогда уже Дурдубайрам, там они уже там создавали коллектив молодых туркменских кадров, живописцев, и начали активно вот, под руководством Изата Наровича Клычева, они более так, он начал и молодых поддержку, первые кадры такие, они начали очень активно работать, и, как говорится, воспевать наш туркменский быт, нравы, там, скажем, пейзажи, там, историю. И, в общем, нам все время был перед нами у кого учиться. И я хочу сказать, именно туркменские живописцы, или даже туркменские школы художественного видения, там, скульптура, графика, там, гобелен, она очень сильно отличалась от Средней Азии. Ну и другие республики часто все время говорили, что у нас особая своя школа образовалась именно туркменской, которая не похожа на другие республики.
Единственное, что все время о Дурду-Байрамове можно говорить, его активность, жизнелюбие вот это. Всегда человек, когда он любит жизнь, его понимает о жизни, вот все его структуры, путь он будет, и в любой профессии он это входит. И я часто вижу, как они ездили по колхозам или по республике, им привозили очень интересные работы всегда, интересные пейзажи, интересные портреты. У меня такое впечатление, после такого сильного как-то Дурду-Байрам вошел и это, изображая этих портретов, он, конечно, он интересные картины создавал, но постепенно у него какой-то уклон шел к образному портрету, выявление личности, выявление через портрет, душевное состояние. И он с каждым разом, у меня такое ощущение, что он все больше и больше ему ближе было. И он, я смотрю, все время увлекался Веласкезом, Рембрандтом, там, скажем, и других художников, и все время вот Эль Греко. И он хотел это все, пропуская через себя, и создать именно туркменскую, у меня такая вообще школа портрета, вот скажем, вот это. И у него это постепенно начало получаться. И он, большие картины, он уже такого масштабного, такой, скажем, тематического, у него уже постепенно мало становится. Хотя у него есть очень хорошие тематические картины, масштабные такие. У него цель была, которые только у него это есть. Понимаете, художники у всех есть своя черта. Там, например, я тоже люблю портреты делать, изображать своих, как говорится, единомышленников, своих современников, и, скажем, ученых, кто другой. Но Дурду-Байрам поставил целью, видимо, всю интеллигенцию сделать портретной, показать. И это у него цель, видимо, постепенно к концу своей жизни он этого достиг. И это мы каждый раз наблюдали, когда он делал свои персональные выставки. Это был большой праздник для наших туркменской интеллигенции, честно говоря. И мне все время удивлялся, и он радовался. Народ был очень много. Он столько собирал, скажем, людей в своей выставке, что люди все время тянулись посмотреть, кого изобразил, как изобразил. И постепенно он вот, у него вот такой. Вот этот след очень большое, я думаю, радостное для Туркмении, и это большое творческое его наследство еще долго будет изучаться. Она будет изучаться в каком смысле? И изучать его творчество будет. И через его творчество будут видеть лица нашей эпохи туркменской, которые интеллигенты. Они будут эти образы видеть. И это очень большое достижение благодаря Дурду-Байрамову. И я думаю, еще история не раз обращаться будет к Дурду-Байрамову и видеть его, и благодарить ему, что он оставил целую портретную галерею наших современников. Вот это очень радостное явление, как говорится, течение даже сказать, вот портретное искусство, понимаете? Вот этот Дурду-Байрам очень сильно отличается среди нас, он своей вот это. Его кисть очень богатая очень. Он мог делать портреты. Бывают портреты, смотришь, ну вроде все похоже, все, ну скучный такой. У него все время такой портрет, можно много там говорить, спрашивать, ну, портрет относить, смотреть. Он все время какие-то нюансы находил, и, ну, присущие именно кого он изображал. Ну и еще, как тебе сказать, он как-то обратился ко мне и говорит, как ты, если я твой портрет напишу? Ну, я уж, естественно, он уже портретист такой, я видел, сколько он портретов своих, скажем, единомышленников, своих современников, будь то актеры кино, будь то операторы, будь то кинорежиссеры, там, в общем, будь ученые, там, и
науки, любой историков. Он столько делал этих, вот я, конечно, согласился. Он меня 2 раза переписал, 1 раз написал, ему не понравился. Хотя хороший портрет, я не знаю. Но он, видимо, во мне хотел почувствовать то, что он хочет показать. И он с 1-го раза у него не получился. И не знаю, она есть, или он переписал заново, потом 2-й раз он сделал. Ну, в общем, портрет хороший, я сам доволен с ним. Durdi Bayramov created the portrait of sculptor Kılıçmurat Yermamedov in 2003. It is currently preserved at the Bayramov Museum in Toronto. Ну, еще я хочу сказать, если о Дурди Байрамове говорить то, что он именно так, только портретист, это будет неправильно, потому что у него очень богатое воображение, это пейзажи, натюрморты. Вот когда его видишь натюрморты, это что-то невероятное. Особенно в последнее время такие большие полотна натюрмортов делал. Он, ну, я знаю, когда-то он увлекался еще студентами, еще молодые годы. У Сезанном он были, у него натюрморты, скажем, или западный художник, очень увлекал, видел он какие-то. Но он это все сделал через туркменское видение и туркменские вот эти пейзажи с этим богатством цветовой гаммой, например, скажем, весной, или, скажем, натюрморт там с яблоками, там и виноградом, или же, скажем, пейзажи, там поля такие, или взять просто цветы. Он мог видеть в каждом цветах свою образную такую постановку, и всегда думаешь, ну, человек такой, он сильный, одаренный художник, он всегда видит в простых вещах очень такие гениальные стороны, которые он потом пропускает себя, и получается, ну, так не буду я так громко говорить, но в итоге все равно хочется, ну, шедевр, скажем. Понимаете, скажем, тоже, я даже иногда думаю, как он, больше портретист или он больше пейзаж, который с натюрморты и как говорится, с цветами, скажем, и с этими фруктами тоже. Ну вот у него вот таких 2 направления, которые Дурди Байрамов, я думаю, оставил в туркменском искусстве в конце 20 века и начало 21 века очень богатейшие, очень, я скажу, богатейшее, очень такое искусство для наших поколений, которые надо еще, я думаю, на этой основе еще многое вырастет художников, подражателей. Не в том, что подражать, а учиться будут у ней. И вот эта феноменальность у него, естественно, как художник есть. И он еще, ну, как сказать, это явление в нашем искусстве туркменском. И интересно и другое, он никогда не продавал свои работы, понимаете? Вот это качество тоже меня удивляло. Ну, думаешь, спрашиваешь даже ему, что ты не продаешь? Ну, вроде бы желающих много. А зачем? Мне не надо, говорит. Я хочу, чтобы было это у меня. У нее цель была такой, ну, благородная цель в том смысле, вот это все целиком оставить. И вот это целиком, чтобы было, и никогда не расходилось. Если это сделано туркменское искусство, которое поднял очень высоко, то он, естественно, постепенно будет внедряться в мировую. Понимаете, это уже история никуда не денется, она уже становится общечеловеческой культурой. Если Дурди Байрамов, но я вот видел его картины, которые выставлялся он в Канаде, ну, там тоже большое к нему влечение. Они видят через его картину других мышлений, другой народ, другой культуры. Это интересно. И когда народ интересуется культурой других народов, она становится, как хочешь не хочешь, она становится уже всемирной достоянием.
Это как у нас в Туркмении очень много видов, которые именно всемирные достояния. Будь то архитектура историческая, будь то ковроделие, ювелирка, это уже сугубо туркменское, но она уже всемирное достояние, уникальное даже достояние. Вот это все, когда идет вот такая цепочка, это уже радует в каком смысле? Значит, через его нас узнают. В Туркмении более уже познание идет шире. Это не значит только, вот фольклором его знают, но еще и современностями, вот художниками там, которые тоже имеют какие-то традиции, ну и мастерство.